успокоимся с тобой, ванночку примем. Теплая ванна с хвойным бальзамом расслабляет и успокаивает напряженные мышцы, а еще улучшает кровоток. Кескилу 7 лет. Они вместе с папой в реабилитационный центр приехали из далекой Якутии. Мальчику медики поставили диагноз – задержка психоречевого развития. Они побывали во многих центрах и уже видят хорошие результаты. Решили, что обязательно должны пройти реабилитацию и в Ингушетии. Тем более условия здесь современные. Что понравилось, да, тут очень много процедур, которые, по идее, как должны помочь ребенку. В центре проходит лечение еще одна семья из Якутии. Сусанна Рожина с сыном приезжают уже во второй раз. Сейчас малыш на занятии психологом. Специалист через игры помогает ребенку раскрыть потенциал, развивает речевые и умственные способности. Сусанна уверена, что эта поездка также пойдет на пользу. Во-первых, народ очень гостеприимный, очень хорошо кормят. И насчет процедур, занятий, нравится, что психологи каждый день занимаются. И логопед тоже каждый день, логомассаж делает. И сыну нравится очень бассейн. В центре проходит лечение ребятишки с самыми разными диагнозами. Каждому стараются подобрать индивидуальную программу. Олегу 11. Мама особенного ребенка с самых первых дней поставила себе цель – не сдаваться и позволить своему сыну жить полноценно, без боли. Как признается Елена, в Ингушетии она отдыхает душой, ведь ребенок постоянно требует себе внимания. К тому же центр с каждым годом обновляется, появляются дополнительные возможности. Много ездили по всей России, где мы только не были, но этот центр самый лучший оказался. Мы приезжаем сюда с 2017 года. У меня ребенок, Олежка его зовут, 11 лет, у нас ДЦП, спастический тетрапорез. Здесь очень хорошие процедуры, которые нам помогают, снимают спастику, расслабляется ребенок. На ЛФК растяжки делают, помогают, потому что у нас подвывих тазобедренного и есть улучшение. Мы каждые 3 месяца сюда приезжаем, стараемся сюда приезжать. В прошлом году в реабилитационном центре получили лечение 809 детей. Из них 346 человек были направлены на лечение по профилю неврология, а 463 по ортопедии. В центре разработаны программы социальной реабилитации, которые улучшают работу опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, посттравматическими и постожоговыми осложнениями. В целом здесь оказали 43 тысячи услуг. Лечение получили особенные дети не только из Ингушетии, но и из Вологды, Уфы, Башкортостана, Дагестана, Карачаево-Черкесии и не только. Практика лечения иногородних детей стала уже традиционной. Мы предоставляем информацию ФОМС. В свою очередь, они нам оплачивают за реабилитацию данной категории детей. А так у нас в год в реабилитационном центре проходит около 1000 детей на реабилитацию. И в первую очередь мы приоритет наших детей заполняем реабилитационный центр нашими детьми. И каждый заезд, 1-2 места мы держим в резерве для иногородних детей. В реабилитационном центре в этом году планируют открыть кабинет эрготерапии, который будет оснащен современным оборудованием. Также в планах приобрести аппарат для водолечения и светотерапии. Все в комплексе поможет сделать помощь детям с ограниченными возможностями здоровья еще доступней. Рина Цичоева, Сулейман Костоев, Магаз 24.